Всем миру, друзья! Сегодня о крестьянской войне Емельяна Пугачева и участии татар в этих событиях. Восстание под предводительством Емельяна Пугачева или крестьянская война 1773-75 годов было одним из самых масштабных событий внутренней жизни Российской империи в XVIII веке. Несмотря на некоторую локальность, оно охватило в основном Поволжье и Приуралье, восстание реально всколыхнуло всю страну, поставив под сомнение действенность административно-управленческого аппарата всех правительственных мероприятий в отношении многонационального крестьянства разных регионов. Поскольку восстание Пугачева охватило основные регионы проживания татарского населения, татары, естественно, должны были как-то реагировать на происходящее событие и не могли оставаться в стороне. Довольно большое количество татарских крестьян последовало призывам мужицкого царя, а небольшая часть сохранила нейтралитет или даже активно поддерживала Абипатшу, бабушку-царицу. В районах Приуралья и Среднего Поволжья в годы крестьянской войны действовали многочисленные повстанческие отряды, в составе которых были представители разных национальностей, и возглавляли их русские, татарские, башкирские или марийские предводители. В татарских источниках постоянно подчеркивается единство целей повстанцев, поддержка их со стороны многонационального населения региона. Разного рода население всей душой и верой рады служить Его Величества милостивого государя нашего Петра Федоровича. Среди разного рода населения не обнаружили мы сопротивляющихся, все они с душою и верой покорились милостивому государю нашему. Емельян Пугачев, как известно, называл себя царем Петром Федоровичем. Кроме того, важно подчеркнуть, что, судя по источникам, в качестве врага выступают не русские как таковые, и как они могли быть врагами, если повстанцы разных национальностей были вместе бок о бок в одних отрядах. Также не русское государство, а некие враги, воры и изменники, изменившие законному царю Петру Федоровичу, без упоминания их этнической принадлежности. Причем повстанцы выступали против русских помещиков, татарских и башкирских старшин, мул, купцов, сохранивших верность императрице Екатерине. Любопытно также отметить, что Емельян Пугачев стремился объединить многоэтничную и мультиконфессиональную массу крестьян не только общими фразами и красивыми обещаниями на перспективу. Им и его соратниками предпринимались совершенно сознательные шаги для соблюдения социального, религиозно-национального равноправия среди подданных. И это проявлялось в дисциплинарных и воспитательных мероприятиях. Сохранился конкретный документ, в котором один из ближайших сподвижников Пугачева, атаман Белобородов, приказывал своим русским, башкирским и марийским сотникам, чтоб имевшую в ваших сотнях русскую и татарскую воинскую команду содержать во всякой строгости и вам послушании, а непослушных, склонных к мародерству повстанцев наказывать без всякой пощады плетьми, русских при собрании русской и татарской команды татар, потому же при собрании татарской и русской команды. В период официального становления империи и усиления абсолютизма в России положение сельских и городских низов ухудшалось очень заметно. Это было общей проблемой для всех народов России, и, как считается, это стало главным побудительным мотивом восстания. В то же время полностью опровергать национально-освободительный мотив в движении нерусских народов, в том числе и мусульман, также было бы ошибкой. Мы уже говорили, что в первой половине XVIII века политика российского государства по отношению к исламу приняла самые жесткие репрессивные формы, когда достижение идеологической победы над исламом в России должно было быть достигнуто любой ценой. Понятно, что во второй половине XVIII века начался отход от такой непродуманной и грубой политики. В 1762 году Петр III уже провозгласил указ о равенстве вероисповеданий. В июне 1773, за несколько месяцев до начала восстания Пугачева, был подписан Сенатский указ о веротерпимости, согласно которому гонения по религиозному признаку в России прекращались. В конце 1760-х в Казани началось строительство первых каменных мечетей. Однако изменение политики не было реализовано сразу, и Петр Федорович умело сыграл на этом мотиве, открыто провозгласив право свободно исповедовать любую религию,
чем привлек на свою сторону тысячи мусульман и старообрядцев. Как писал историк Семеновский, Пугачев и его окружение, его люди, умели в каждом из равноправных элементов населения Приуральского и Приволжского края затронуть самую чувственную струнку. Восстание, как известно, началось в сентябре 1773 года на Яйге, когда Емельян Пугачев провозгласил себя императором Петром Федоровичем и подписал свои первые манифесты, адресованные всем своим подданным, вне зависимости от языка или веры. Не случайно один из первых его программных документов, манифест 17 сентября 1773 года, был адресован казакам, калмыкам и татарам. «Будете мною великим государем милованы, казаки, калмыки и татары». А впоследствии император подписал несколько указов, обещанных башкирам. Он пожаловал своих мусульманских подданных землями, водами, лесами, рыбными ловлями, жилищами, покосами с морями, хлебом, верою и законом вашим, посевом, телом, пропитанием, рубашками, жалованием, свинцом, порохом и провиантом, словом, всем тем, что вы желаете на всю жизнь вашу. В этих документах вождь восстания, безусловно, стремился привести идею равноправия людей. С самого начала он обратился к местному населению и на татарском языке и повторял свои пожалования на вечные времена вашими землями и водами, хлебом и солью вашими, да прочим, а также верой и совестью, богатством и сокровищами вашими, щедро пообещав при этом, что если будете служить мне с радушием, то я буду вашим отцом. Обращение Емельяна Пугачева к мусульманскому населению Поволжья и Приуралья на татарском языке было совершенно закономерным явлением и опиралось на давнюю историческую традицию, можно даже сказать больше. В стране, где татарский письменный язык более не употреблялся официально, во время крестьянского бунта он вновь оказался востребованным и очень активно использовался как язык делопроизводства в общении крестьян самых разных национальностей, доказав свою гибкость и живучесть. Случай в истории поистине уникальный. Можно полагать, что манифесты и указы Пугачева были плодами коллективного творчества, и в их создании принимали участие люди из разных слоев тогдашнего общества. Они вносили в текст некоторые изменения в соответствии с местными условиями, с потребностями местного населения. Они распространяли первые манифесты и указы Петра Федоровича в самых различных районах, в том числе первоначально еще не охваченных восстанием. Одними из первых восторженно встречали Емельяна Пугачева жители Саидовской, Кургалинской слободы под Оренбургом. Это произошло 1 октября 1973 года. Здесь вождь повстанцев провел совещание со своими соратниками, на котором было решено создать татарский полк из 500 человек под командованием Мусы Алиева. В состав отряда вошли как жители Каргалинской слободы, так и оказавшиеся здесь на заработках ясачные и служилые татары, выходцы из районов Среднего Поволжья. Этот отряд, а также другие, в составе которых были представители татар, приняли участие в первых крупных военных акциях Пугачевской армии. Осаде города Оренбурга, которая началась 5 октября 1773 года, и победоносных для повстанцев сражениях против правительственных отрядов генерала Кара 7-9 ноября и полковника Чернышова 14 ноября. Следует отметить, что служилые и ясачные татары находились в отрядах с обеих сторон, однако на тот момент явственно отмечалась ненадежность тех из них, кто находился в составе правительственных войск. Источники того времени отмечают многочисленные случаи перехода их на сторону повстанцев. 15 ноября, уже после своего поражения, генерал Кар писал: «Как я представлял о ненадежности сих народов, так и пошло открываться, ибо тысячи человек конных, не видя себе никакого препятствия, поддались в открытой степи без всякого сопротивления». В данном случае, по-видимому, можно говорить о том, что первоначальная военная и пропагандистская активность императора Петра Федоровича сыграла свою роль. Об этом же свидетельствуют и факты создания повстанческих отрядов в Среднем Поволжье, даже в тех районах, которые поначалу были сравнительно далеки от арены основных боевых действий Пугачева. Самым крупным из таких стал отряд под командованием служилого татарина Месагута Гумерова, уроженца деревни Псяк
Казанского уезда. Самый большой и активный отряд Казанского уезда в первом периоде войны был создан в ноябре и действовал на Арской дороге почти под самую Казанью. Месагут Гумеров являлся одним из самых видных деятелей крестьянской войны на территории современного Татарстана. В ходе войны он показал себя талантливым организатором и энергичным предводителем крестьян. Понимая общие цели и задачи войны, он стремился преодолеть локальный характер выступления крестьян и придать ему организованные формы. Вместе с сотником Акулаем Пулатовым они приняли решение идти на заводы за пушками для государя Петра Федоровича. Его отряд занял Бымышский медный завод. Отряды Гумерова в ноябре-декабре 1773 года действовали на большой территории от самой Казани до Малмыжа и Мамадыша. Если в начале в его составе было около 200 человек, то уже к декабрю его численность достигла 3000, а сам Месагут Гумеров, нанесший чувствительные поражения правительственным отрядам и контролировавший значительные территории по течению реки Вятки, даже вынашивал планы о походе на Арск и далее на Казань. В районе города Бугульмы в конце 1773 года действовали отряды под предводительством Мусы Мустафина, Осипа Янгалычева, Аита Юразметьева, также создавшие очень серьезные проблемы для местной администрации. Эти отряды изначально стремились координировать свои действия с основными силами повстанцев. В декабре 1773 года, например, Муса Мустафин побывал в ставке Пугачева в Бердской Слободе под Оренбургом и получил предписание от военной коллегии ехать тебе в находившуюся под Бугульмою в свою команду, где и состоять соную до графа Чернышова, а как он со своим корпусом туда прибудет, то находиться в его повелениях, татарам, башкирам, мещерякам давать оному старшине Мустафину, сколько ему потребно для состоящих в реченной Бугульме недоброжелателей, вспоможения без всякого препятствия людей вооруженных. Крупнейшим событием восстания зимой 1773-74 года стала осада Мензелинской крепости, которая вначале была окружена со всех сторон, а в декабре со всех сторон обложена повстанцами. Повстанцами руководил один из видных пугачевцев, башкирский полковник Каранай Муратов. Осада Мензелинска с перерывами продолжалась 4 месяца. Число осаждавших город повстанцев постоянно менялось. Составляло оно в разное время от 2 до 10 тысяч при 5-14 пушках. Другая важная крепость Закамья, Заинск, повстанцами была захвачена практически без боя. Здесь отряды повстанцев возглавляли старшина из ясачных татар Нагайбак Асянов и Аранкул Асеев. Один из современников так описывал захват Заинска. 1774 года, января 15 дня, злодейская гайка под большой части в башкирцах и татарах вступила в пригород Заинска в 2000 человек, а поселенные, в том числе и командир их, капитан Мертвецов, по долгу их присяги не только должного воображения тех злодеев сопротивления не чинили, но тех злодеев пустили в их селение под обострастием. Вначале правительственные отряды были отправлены под Елабугу, где численность повстанцев достигала 6000 человек. Русские, татары, башкиры, удмурты. Несмотря на отчаянное сопротивление, отряды пугачевцев были разгромлены, а деревни в окрестностях Елабуги, которые оказали им поддержку, практически поголовно вырезаны. Такая судьба ожидала 17 деревень. Целые деревни запустели совсем, и нужны были долгие годы, чтобы заселились они снова народом, отмечал впоследствии один из историков-краеведов. После Елабуги каратели направились в сторону Заинска. 16 января навстречу им вышел отряд Аренкула Асеева в 600 человек. Командир правительственных войск полковник Бибиков сообщал об этом. После артиллерийской подготовки и атаки на батарею злодеи побежали. Подполковник Бердяга их рассеял, дав бой около мельницы и порубил 200 татар, увязших в снегу. Злодеи от деревни Аксариной отступили. Под Заинском карательный отряд был встречен уже большим отрядом восставших в 1200 человек при нескольких орудиях. Но и здесь лучше обученные солдаты Бибикова, племянника генерала Бибикова, оказались сильнее. 17 января Заинск был захвачен ими. Здесь также была учинена кровавая расправа над сопротивлявшимися.
В тот же день Бибиков рапортовал об усмирении 22 татарских деревень, некоторые из них были сожжены дотла. После Заинска отряд полковника Бибикова направился в Мензелинск, находившийся в осаде пугачевцев. После нескольких кровавых стычек повстанцы были вынуждены снять осаду и отступить от Мензелинска. Сам генерал Бибиков в то же время находился под Бугульмой, намереваясь продолжить успешное для правительственных войск продвижение в направлении Оренбурга и Уфы. Вообще, в январе-феврале 1774 года повстанческие отряды терпели поражения в разных районах Поволжья и Приуралья. Причины поражений повстанцев были достаточно просты. Они в целом были присущи всем прочим крестьянским восстаниям. Разобщенность действий, несмотря на попытку отдельных командиров выступить единым фронтом, отсутствие вследствие этого общего плана действий, слабая тактическая подготовленность и локальный характер выступлений. Не повезло и главным силам повстанцев. Сам Пугачев 22 марта потерпел очень чувствительное поражение под Татичевой крепостью, а отряд Зарубина-Чики 24 марта под Уфой. Тем не менее, Пугачеву удалось сохранить костяк своего войска, и после ощутимых поражений он направил его на северо-восток в Приуралье, на территорию современного Башкортостана, на Уральские заводы. Начался новый этап крестьянской войны. Весной и летом 1774 года армия Пугачева начала продвижение из Приуралья на запад в сторону Казани. 10 июня Пугачев вступил в Красноуфимск. После этого была сделана неудачная попытка овладеть Кунгуром, после чего его армия уже совершенно целенаправленно повернула на запад. 18 июня была захвачена крепость Оса, затем войско Пугачева перебралось на правый берег Камы. 22 июня захватило Рождественский завод, 24 июня Воткинский завод, 27 Ижевский завод, так что в конце июня оно вступило на территорию современного Татарстана. При этом Пугачев опирался на мощную поддержку многочисленных повстанческих отрядов, действовавших в крае, среди представителей которых выделялся полковник из татар Бахтияр Канкаев. Фигура этого сподвижника Пугачева сыграла огромную роль в крестьянском движении лета 1774 года. В историографии, однако, она обойдена серьезным вниманием. Бахтияр Канкаев был уроженцем деревни Ака, Большая Ака, Сибирской дороги, Уфимского уезда, ныне Мечетлинского района Республики Башкортостан. Он присоединился к восстанию еще в конце ноября 1973 года в районе Красноуфимска и весной продолжал действовать в том же районе, постепенно продвигаясь на запад. После встречи с Зарубиным Чикой, одним из ближайших сподвижников Пугачева на Верхнетарском заводе под городом Табынском, он получил чин полкового старшины. Позднее судьба свела Канкаева и Салаватом Юлаевым, вместе с которым он штурмовал город Кунгур. Действия отряда Бахтияра Канкаева во многом обеспечили успешное продвижение главной армии Пугачева к Казани. Его действия реально поддерживали усилия военной коллегии повстанцев по пополнению войска, по сплочению сил, мобилизации людских ресурсов для налаживания караульной службы, по обеспечению повстанческих отрядов оружием и боеприпасами. Бахтияр Канкаев даже пытался организовать производство пороха. В конце апреля 1774 года Канкаев был произведен в полковники и тогда же обратился с воззванием пугачевским атаманам, сообщая об их успехах Пугачева. В начале июля в МВДШ состоялась встреча Бахтияра Канкаева, на тот момент уже главного полковника-бригадира, с Пугачевым. Судя по источникам, Бахтияр Канкаев в июне-июле 1774 года контролировал значительную территорию в Прикамье от Казани до правого берега Камы. После захвата Елабуги, Сарапула, Мамадыша, Мензелинска, Заинска путь на Казань для главной армии Пугачева был открыт. Местное население встречало его с восторгом. 11 июля 1774 года Пугачев подошел к Казани, где и состоялось одно из самых крупных сражений крестьянской войны. Его армия к тому времени насчитывала более 20 тысяч человек при 12 пушках. Казань он знал неплохо, ведь именно в казанской тюрьме он сидел короткое время до того, прежде чем стать императором Петром Федоровичем. Он бежал из нее лишь в мае 1773 года. Во время боев город был подожжен в нескольких местах.
Это был один из самых крупных поджогов в истории Казани. В результате практически весь город выгорел дотла. Сгорело более 2000 домов, уцелело только 810. Более 7 десятков казенных строений, более 10 заводов, гостиный двор с лавками, 28 церквей. Почти нетронутыми осталась лишь суконная, старотатарская и новотатарская слобода, жители которых поддерживали Пугачева. Утром 13 июля отряд Михельсона начал продвижение в сторону Кремля, стремясь освободить его, а армия Пугачева ему противостояла. Однако помешать Михельсону ему не удалось. 2 дня продолжалось жесточайшее сражение, и в итоге 15 июля армия императора Петра Федоровича потерпела полное поражение. Александр Сергеевич Пушкин писал: «Казанка была запружена мертвыми телами. 5000 пленных». На самом деле в плен попало около 10 тысяч пугачевцев, и 10 пушек остались в руках победителя. Убито в сражении до 2000 большую частью татар и башкирцев. Михельсон же потерял до 100 человек убитыми и ранеными. 25 июля 1774 года отряд Бахтияра Канкаева пополнили еще 200 человек, но уже 27 июля воинские команды из соединения полковника Неклюдова разгромили его в бою между деревнями Малый Изюри и Чуручево. Большинство повстанцев пали на поле боя или попали в плен. Самому Бахтияру и немногим его товарищам удалось скрыться в Прикамских лесах. Дальнейшая его судьба неизвестна. Несмотря на серьезные поражения, вплоть до начала 1775 года продолжались локальные столкновения повстанцев с правительственными войсками. И все же в итоге волнения были подавлены. Самое масштабное крестьянское восстание в истории России завершилось. Крестьянская война под командованием Емельяна Пугачева закончилась победой царской власти. Тем не менее, эта война способствовала принятию некоторых решительных мер, проведению важнейших социальных и экономических реформ, которые ускорили развитие государства. Эти реформы оказали определенное влияние и на жизнь татарского общества. Поставив перед собой социальные, национально-освободительные цели, оно не смогло реализовать их, но память о героизме повстанцев, об их искренней вере в справедливость еще долго жила в народе и, как мы видим, живет до сих пор на страницах истории. Друзья, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Пишите в комментариях свое мнение о выпуске, а также о том, на какие темы вы хотели бы, чтобы татары сквозь время говорили в будущем. С вами был Ринат Хабибуллин. Ассаламу алейкум, сау булгас и до новых встреч. Пока.